Сярод прыватных зваротаў па ўнясенні пэўных карэктыў у Канстытуцыю і іншыя дзяржаўныя акты і нарматывы нямала ініцыятыў ад моладзі, як студэнтаў, так і працоўных. Гэтая тэндэнцыя назіралася падчас работы чарговай гарадской прыёмнай у Пінску. З пытаннем па забеспячэнні жыллём маладога спецыяліста звярнуўся выкладчык Пінскага аграрнага тэхналагічнага каледжа. У нас в колледже, к сожалению, специальности такие, как ветеринарная медицина, зоотехния, технологи мяса, молока, механики, они, к сожалению, этой льготным арендным жильем они не имеют права пользоваться. И я решил, как гражданин Республики Беларусь, поинтересоваться и выйти с вопросом по поводу предоставления молодым специалистам, выпускникам учреждения образования, независимо от профильной специальности, по предоставлению или по снижению тарифа на арендное жилье, что позволит, как один из пунктов, это закрепление выпускников на рабочих местах. Прагучала і прапанова аб магчымасці наступнага выкупу арэнднага жылля ва ўласнае карыстанне. А вось студэнтка апошняга курса Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, якая зараз праходзіць практыку ў родным горадзе, прапанавала законатворцам перагледзець указ, які тычыцца ільготнага крэдыта на спажывецкія патрэбы для маладых спецыялістаў. Сёння такой магчымасцю могуць скарыстацца толькі тыя выпускнікі, хто пражывае не па месцы жыхарства бацькоў. Я знаю, что молодые специалисты получают льготный кредит не по месту жительства родителей. Я хотела бы проявить инициативу о том, чтобы молодые специалисты получали льготный кредит по месту жительства родителей. Як адзначыў дэпутат Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Александр Мільянюк, які праводзіў прыём, кожная прапанова заслугоўвае разгляду і абмеркавання. Поднимались и поднимаются те темы, которые актуальны, те, которые люди считают важными для себя. И особенно важно, я бы сегодня хотел отметить, что вот сегодня приходили молодые люди, они озвучивали те проблемы, которые интересуют молодежь. Проблемы, которые на сегодняшний день очень актуальны, как мне кажется. Эти ребята, которые приезжают, они, естественно, оказываются в чужой местности. Впервые это их первое место работы. Это стресс, им нужна помощь. И это государственная задача, чтобы создать такие условия, в которых бы молодежь могла работать наиболее продуктивно. На сённяшні дзень працэс збору прапаноў яшчэ не завершаны. Паралельна з паступленнем іх у Палату прадстаўнікоў іх абагульненнем будзе займацца камісія па дзяржаўным будаўніцтве. Далее мы их начинаем обсуждать на уровне тех нормативных актов, которыми регулируются те или иные отношения. Естественно, будет речь идти о их совершенствовании. И я должен сказать, что, конечно, не каждое предложение, которое звучит, оно непременно будет реализовано. Но то, что каждое будет тщательно обсуждаться, изучаться специалистами, теми, кто этим занимается, с точки зрения, прежде всего, интересов людей, это безусловно. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».